Банковская медиация как внесудебный способ урегулирования кредитных проблем. Об этом сегодня говорили в общественной приемной главы Коми. Эту тему в таком масштабе впервые поднимают в республике. Медиатор рассказала представителям банка о преимуществах банковской медиации для кредитных организаций и самих заемщиков. Юлия Момотова узнала, в каких ситуациях применим новый способ. Многодетная семья, ипотека, выгодные условия. Но наступает ситуация, когда закрывать ежемесячный платеж нечем. Задолженность начинает расти, пени начисляться за каждый день пропуска. А банк, в свою очередь, обращается в суд. Чаще такие вопросы рассматриваются в упрощенном порядке, без участия сторон. И как показывает практика, порой гражданин даже не знает, что рассмотрение уже состоялось в суде. А далее процесс взыскания имущества, блокировка счетов. И вот уже многодетная семья остается на улице, без единственного жилья. Самое, конечно, негативное – это то, что может закончиться банкротством и изъятием заложенного имущества. В моей практике были такие случаи, когда мама многодетная оставалась на улице без единственного жилья, которое было приобретено в ипотеку. Поэтому цель сегодняшнего мероприятия, безусловно, довести до сведения кредитных организаций о возможности применения такого альтернативного способа урегулирования кредитных задолженностей. А что в этом случае дает банковская медиация? Какие преимущества у граждан и у банков? У специалистов есть ответ. У граждан прежде всего это урегулировать этот спор с помощью нейтрального посредника, который помогает банку и гражданину найти взаимоприемлемое решение. То есть выйти, например, на график погашения задолженности, еще какие-либо варианты, там их может быть огромное количество. То есть они здесь не ограничены в выборе решения. В отличие от суда, который, понятно, он действует в рамках закона, и иных судебных актов он не может вынести. Еще одно преимущество для граждан – скорость решения спора. У суда сроки рассмотрения дела достигают едва ли не года, а с помощью медиатора вопрос может быть решен за 100 дней, а то и раньше. Для банков главным плюсом внедрения медиации будет возможность иметь гарантированные возвраты суммы задолженности заемщиками. В Российской Федерации, безусловно, банковская медиация уже внедряется Центром медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей. В прошлом году уже проведена первая межбанковская медиация. То есть это когда у заемщика есть кредиты в разных банках и возможно вот так путем межбанковской медиации разрешить комплексно вопрос. А 26 декабря Сбербанк Лигал подписал с Центром медиации при РСПП соглашение о взаимодействии, о внедрении медиации в споры по кредитным отношениям и, соответственно, по развитию онлайн-медиации. А если продолжить вопрос об эффективности банковской медиации, это, конечно же, будет конфиденциальность. Когда информация о проблемных кредитах не выходит в плоскость интернета, то есть сведения о судебных разбирательствах не будет размещаться на сайтах. Это поможет заемщику не попасть в бюро кредитных историй и в дальнейшем иметь возможность снова обратиться в кредитную организацию. Ведь жизненные ситуации бывают разные. Юлия Момотова, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.